Работаем со второго года. У нас в ССМ по штату два специалиста, один врач и медсестра. Работает заведующий Исаглова Гулязин, я медсестра Тухтаназарова Тоня. Я работаю с четвертого года. А мы постоянно, у нас связь, самая прямая работа у нас с АДК, сельским комитетом работаем. В 20 аилах у нас сельские комитеты. В комитетах работают все лидеры, председатели АДК есть, там члены у них есть. Когда мы едем в аилы, мы по графику едем. По графику едем, и в этот день они собираются. Не меньше 7-8 членов собираются вместе. И мы в этот день проводим семинары, раздаем им листовки, книжки раздаем. И они по улицам. В этом году каждому члену по 40 дворов даем. Это 40 двор, значит, она как в обязанности она должна обойти и проводить семинары. Мы собираем членов, проводим семинары, после нас они проводят в своих аилах. Информацию даем, листовки все на киргизском языке, они свободно будут проводить. А после уже мы обратно собираем с них отчеты. Сколько дворов проводили, сколько участников было. Иногда да, вопросы бывают, иногда предложения бывают. Вот это хотим делать, вот это может сделаем. Вот так проводят. В основном мы вообще-то доводим до сельских жителей. Мы им ничего не даем, ни лекарства, ничего не даем. Но только мы предупреждаем, чтобы не заболели. Посидишь, поговоришь, они спросят свои вопросы задают. А в это время мы обязательно после семинара раздаем книжки, листовки. Они радуются. С семьей будем учить. Нам это, кажется, полезно. Иногда выявляют беременных, давление определяют они месяц постоянно. А в это время им очень даже хорошо. Они с удовольствием они приходят для измерения давления. В настоящее время у нас 3-й год работаем со школами по таза-тиштер и санитария гигиена. Мойте руки. Вот это очень даже хорошо пошло, потому что мы с ними занимаемся с 1 по 11 классы. Постоянно мы обучали классных руководителей и организаторов по учебному сектору. Когда открылся этот АДК, сельский комитет, когда открылся, в это время проводили пиар-сессию. Какие заболевания много встречаются, по каким заболеваниям люди хотят получить помощь. Самый вопрос был по анемии. По анемии мы работали много лет. По бруцеллезу. В данное время уже бруцеллез снизилась. А по анемии хороший результат. То есть совсем снизиться, это анемия, кажется, невозможно. Потому что подросток растет, женщины много рожают, снижение есть. Потому что постоянно мы занимаемся, в данное время тоже занимаемся. Щепетильный вопрос, это идет правильное питание. По правильному питанию проводим семинары. И у нас есть книжки, листовки, которые мы раздаем. В аилах же, знаете, постоянно единый тамахта. Это вообще это приводит к анемии. Потом мы им предлагаем эти овощи, фрукты кушать, детям давать. По кормлению мы много занимались. Мы в основном учили беременных женщин. Мы по аилам в центре в ССМ вызывали беременных женщин и проводили семинары. По санитарии гигиене мы даже проводили семинары. Каждому двору подходили, каждому семьям рассказывали, туалеты у них проверяли. Сделали нормальные туалеты, а в районе уже лучше стало. Все уже стараются, что-то делать. Это швейцарский проект помог. У нас 16 бань. У нас парикмахерский есть, швейный цех открыли мы, столярный цех открыли.
Вот когда мы ходим по аилам, проводим семинары, в это время они просят, нам вот помогите, у нас свой вклад есть, но только вы нам помогите. Ну, может, с вашей стороны какие-нибудь помощь будут или нет. Потом мы это отчеты же даем же ежемесячно. В это время мы предлагаем им, нашим вышестоящим, а потом они тоже решили вот так. А у нас в одном аиле, у нас уже далеко, это Өрнек аил, а там же не дали для скорой помощи. До сих пор работает. Все АДК в аилах вообще-то им нужен, а тем более они их уважают. Я уже работаю 45 лет. До этого я работала старшей медсестрой в отделении, в терапии работала, в поликлинике старшей медсестрой работала. Потом мне предложили, это как кабинет укрепления открылось, это во 2-м году, кажется, открылось. Потом это с швейцарского проекта приходили, семинары проводили. Потом мне это понравилось, перевелась сюда. И нам очень даже хорошо работать. Нам нравятся выезды, там люди все встречают, хорошо встречают, и нам тоже хорошо с ними побывать, проводить семинары, они никогда не отказываются, и тем более интересно работать с людьми. Как медсестра, я, кажется, работала там, старшей медсестрой, я видела только больных, за них болели мы. Но сложности иногда же бывает, иногда поедешь, людей мало собираются иногда. Бывает какие-то, у всех людей же все неладно. Да, если когда их мало, действительно нам нехорошо. Это и на работу минус будет, и самим неудобно, с такой стороны поедешь, и там, не с кем говорить, что ли. Вот только аил укмыты нам плохо помогают. Вот в этот день поедешь, только что выбрали его. Надо ему объяснять ему. Потом поедешь, где-то месяца 2-3, его нету, его сняли. Придется 2-го нового ждать.